Методика обучения через открытие, как обучать всех по-разному, но одинаково. Чуть позже я к содержанию вернусь, но хотел бы еще несколько все-таки слов о самом семинаре. Когда я говорил о том, что каждый из нас, исходя из поставленных целей, создаст что-то свое, свой образовательный продукт, я как раз имел в виду не только внешнюю материализованную часть этого продукта, например, разработки, да, дидактические, но и внутренние продукты. Это то, что очень часто остается за скобками, как оценивание студента или ученика, если это уровень среднего общего образования, так и для взрослой аудитории. Это те изменения, которые вообще происходят, когда мы что-то делаем сами. Я хотел бы привести даже такой пример, у меня так врезался в память на долгое время, это был 2010 год, Санкт-Петербург, один из также вот действенных семинаров, проводил его мой учитель Андрей Викторович Хуторской, в общем-то один из основателей вот, теории дидактической эвристики и научной школы человекосообразного образования. Присутствовали вузовские педагоги, присутствовали администраторы, проректоры, вот была такая разнородная аудитория. И в конце, чуть там на 5-й день семинара, подведение итогов, каждый по солнышку, что называется, высказывал относительно своих главных результатов по приведенным таким классическим вопросам. Что получилось лучше всего, что хуже всего, как я преодолевал вот те или иные затруднения. Свои вопросы можно было высказывать коллегам, самому себе, ведущему. И вот одна из директоров школ сказала: спасибо большое, я вот внимательно смотрела, чем вы тут вообще-то занимаетесь. Я все для себя взяла, показала там увесистое такое вот портфолио, и теперь я могу спокойно идти дальше и это применять. Ну, на что ей ведущий тут же отреагировал. Вот считайте, что наш семинар — это рубка дров. Я дровосек. В течение там, вот этих дней выступал, модерировал, давал обратную связь. Вот вам топор. Вы сможете точно так же или нет взять и выступить дровосеком для своих учеников, для своих, скажем, коллег, чтобы как-то транслировать это дальше? Но ответ был тоже рефлекторный, мгновенно: нет, не смогу. А почему? Вы же в течение вот этих всех нескольких дней могли фотографировать, записывать, для себя какие-то пометки делать. Почему? В чем, собственно говоря, сложность такая? Но не могу, потому что я этого не делала. Вот один из итогов участия в семинаре, когда слушание, а не делание, приводит к тому, что в результате мы имеем много информации, но не имеем вот этих самых внутренних результатов, внутренней стороны продукта, которая является всегда результатом деятельности, самоизменения. И этому есть очень глубокие основания, мы их немножко коснемся. Некоторые примеры наших коллег, здесь есть и доценты, и профессора с многолетним стажем, вот некоторые из их рефлексивных высказываний по окончании подобного рода семинара. От растерянности и боязни не успеть до радости от того, что даже за короткий срок ты многое можешь сделать. За кажущейся простотой и развлекательностью задания видится глубокий смысл и бескрайнее поле для творчества, причем как для студента, так и для преподавателя. Еще раз повторю, таких высказываний много, сотни. Я не ставил себе целью какой-то сделать вот показательный набор, скажем, для выставочных целей. Они очень разные. Сначала была растерянность, вызванная разнородным составом нашей рабочей группы, а также отсутствием видения целостной структуры занятия. Потом заинтересованность и увлеченность, радость творчества и общения. По окончании семинара желание придумать, разработать собственное занятие. Превалировали, конечно, среди аудитории, это уже было мое такое наблюдение субъективное, представители гуманитарного толку, хотя были естественники и немало. И среди вот, гуманитарных специальностей это филологические специальности, ну, наверное, в силу того, что коммуникативный подход, который отчасти лежит в основе дидактической эвристики, он проработан на уровне, и вот представителей филологических профессий. Михаил Михайлович Бахтин, безусловно, здесь один из корифеев, который имеет свою собственную и методологическую основу. В ходе работы у меня появилась такая ассоциация, что я как барон Мюнхгаузен, который взял себя за волосы и вытащил сам себя из болота. Почему появилась эта ассоциация? Наверное, потому что я иначе взглянула на образовательный процесс.
Возникло сразу несколько идей по разработке эвристических занятий по дисциплине язык профессионального общения. А еще появилась мысль разработать, возможно, эвристический практикум по этой дисциплине. Главный результат сегодня – осмысление не только вопросов и заданий эвристического занятия, но и глубинных моментов нашей педагогической профессии. Кухня творческого процесса составления занятия помогла мне раскрыться и поработать творчески, по-другому посмотреть на привычные вещи и в конце концов проверить свои знания и умение мыслить нестандартно. И еще увидеть связь не только с учебной и практической деятельностью, но и с повседневной жизнью. А это, пожалуй, самое главное. Вот здесь вот я бы хотел тоже один такой акцент промежуточный сделать, поскольку одна из основных проблем нашего сегодняшнего образования, что та информация, которую мы транслируем, а точнее не столько информация, если говорить более наукоемким таким термином, содержание образования, как культурно-исторический опыт, который передается от источника к получателю, реципиенту, студенту, он не представляет из себя реальную жизнь. А что такое реальная жизнь? Реальная жизнь – это мотивация. Это возможность увидеть себя вот там за окном, а не здесь в аудитории. В самого разного рода, скажем, книжках и конспектах.